Здравствуйте, меня зовут Анжелия Ракелян, я флорист. Но к этому я пришла не сразу. Путь мой был долгий, тернистый, но интересный. Я с детства рисовала, у меня почему-то именно к открыткам было пристрастие, я делала их разных форм, с разными материалами. Хотя не было там изобилия материалов, но я находила выход из ситуации. До сих пор открытки хранятся мамой бережно, потому что все открытки были адресованы именно ей. После школы, да, я поступила в институт, это был 2004 год. На тот момент не было изобилия профессий, да, специальностей. Были юристы и экономисты. А я работала в частной фирме юристом. Это нужно сидеть в офисе. И я все время ждала время, когда же оно закончится. Для меня это самое страшное, что могло случиться. Интересен был именно опыт работы с людьми. После работы юристом я поняла, что все-таки я хочу попробовать работать на себя. Это был маленький ларечек бытовой химии, на тот момент это было популярно. Это еще началось во время того, как был у нас магазин. Я на закупе увидела интересное мыло. Оно было такое красивое, в форме апельсина, там, фруктовое. Я начала искать интернет в помощь, и я нашла магазин материалов по изготовлению мыла. И я решила, почему бы мне не попробовать. И я заказала все материалы и начала немножко варить потихонечку дома, там, по всем правилам, оборудовала место себе. И все удалось, эксперимент удался. Грядили праздники. Я дала там знакомым, маме, все взяли понемножку там на свои работы, и это принесло успех, разобрали все. Я еще сварила, после этого еще, и от 50 кусочков мы переехали к 300 кусочкам. Спрос был большой, мне очень нравилось. Вот, а потом наступил потолок. Несмотря на то, что это приносило хорошие деньги, но мне стало скучно, мне показалось, что уже большего я здесь не смогу сделать. И тут появился скраббукинг. Это сначала были какие-то такие простые работы, совсем простые работы. Но со временем это начало приносить свои успехи. Сначала девочки начали говорить мне, что да, красиво, там люди стали просить, чтобы сделала на заказ. А потом меня пригласили в дизайн-команду мечты. Я работала в стиле шеби-шик. Это все кружевное, нежное, воздушное. Чем мне нравилось, это единомышленники, которые работали все в одном стиле. Я уехала в Санкт-Петербург на курсы дизайна скраббукинга. Мне очень понравилось. Мы работали с зарубежными мастерами, мы работали с российскими мастерами. Это был огромный опыт творческий, мне очень понравилось. Гуляя по Питеру, я атмосферой прониклась, что, вернувшись в Якутск, я поняла, что я хочу заниматься совсем другим делом. И просто я вспомнила, что во дворе моего дома есть замечательный цветочный магазин. Ничего я не теряю, если я спрошу. Я спросила, через 2 дня я вышла на стажировку. 3-й год будет то, сколько я работаю. Меня ничего так не захватывает, и кроме флористики. У меня не было ни разу мысли, что я хочу сменить деятельность. Это вообще впервые со мной такое. Я всегда хочу идти на работу, я всегда хочу смотреть на свои цветочки, собирать композиции. Я люблю людей, которые к нам приходят. Дарить красоту людям – это здорово. И столько эмоций я взамен получаю хороших. Оно того стоило. Даже работы назвать не могу. Я иду туда с удовольствием. Я жду, когда настанет моя смена, я приду в свой любимый салон и начну делать букетики, композиции. Я даже могу ночью не спать. Я думаю, я обдумываю, я быстрее спешу пойти в салон, чтобы реализовать свою задумку. Это очень долгий путь, и я очень много себя искала. Были депрессии, были апатии, что я не могу ничем долго заниматься. Цель не профессия, цель найти себя. Это самое главное для меня. Это профессия моей мечты. Я долго к этому шла, но я нашла, и я чувствую, что здесь я навсегда.